Буршада! Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые любители смешанных единоборств. Мы находимся в ЛДС «Кристалл», город Саратов. И сейчас будем наблюдать за турниром GFC под номером 24. У микрофона ваш комментатор, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион мира по кикбоксу Макс Воронов и мой коллега Заид Заидов, руководитель реабилитационного центра в Республике Дагестан. И при этом уже можно его поздравить с дебютом в качестве профессионального бойца. Он недавно открыл свою профессиональную карьеру и одержал победу на Кипре. Соответственно, в его рекорде уже сейчас значатся цифры 1-0-0. Поздравляем мы Заида с этим. Ну и приветствуем вас также в качестве коллеги, сокомментатором на сегодняшнем эфире. Будем с вами, Заид, комментировать сегодняшний карт GFC под номером 24, находясь, кстати, в 50 сантиметрах у октагона. Нас ждет очень увлекательный, интересный карт. И, Заид, также расскажите о себе несколько слов. Всем салам алейкум. Здравствуйте, приветствую всех. Спасибо, Макс, за поздравления. Рад нашему знакомству. В предвкушении жду нашего сотрудничества. Вернее, я уже дождался его. Сидим, мы уже комментируем. Да, как наблюдается, зал уже полон. Любителей смешанных единоборств в Саратове очень много. Что касается меня как личности, то есть являюсь большим фанатом смешанных единоборств. Вот как Макс сказал, недавно сам начал принимать участие в боях. То есть состоялся дебют в Кипре, первый мой бой. Все прошло удачно. Решил дальше продолжить. То есть раньше оно было у меня как хобби, сейчас уже решил заняться более профессионально. И надеюсь, скоро мне времени предоставится возможность выступить на турнирах GFC. Здорово. Сейчас Александр Загорский, наш лучший ринг-анонсер страны, озвучил. Сегодня он выступает в качестве кейдж-анонсера на турнире GFC. Он представил и второго бойца. Первый боец был, который уже вышел в октагон, Самандар Муродов. Таджикский спортсмен из Душанбе. Сейчас проживает он в городе Твери. Представляет клуб «Ахмат Таджикистан», ведомый Раджабали Байону. Своим руководителем Самандару 20 лет, 186 сантиметров его рост, 76 килограммов 800 граммов его вчера официальный вес, когда он показал эти цифры на официальном взвешивании. 3 победы, 0 ничейных результатов и 0 поражений. Четвертый поединок в качестве профессионала будет проводить кандидат мастера спорта по ММА Самандар Муродов. Но вот его соперник, выходящий сейчас в октагон из Саратова, представляет клуб Дациев Клаб, нашего известного суперчемпиона, заслуженного мастера спорта по кикбоксу, чемпиона мира среди профессионалов Дациева Шамиль Гаджибеков. 22 года Шамилю, 182 сантиметра его рост, 77 килограммов 100 граммов. Он вчера показал на официальной церемонии взвешивания и был тяжелее своего соперника на 300 граммов. 2 победы у Шамиля, 1 поражение и 0 ничейных результатов. Он является двукратным чемпионом ПФО по смешанному боевому единоборству Приволжского федерального округа. Сегодня он будет проводить в качестве профессионала свой 4-й поединок.
Заид, кстати, к вам вопрос. Вы пересекались с Шамилем Гаджибековым, может быть, где-то в жизни, вне спорта? Либо, может быть, знаете об этом бойце, именно уже о его спортивной карьере какую-то информацию? Да, что касается Шамиля Гаджибекова, знаком ли я с ним как спортсменом? Я не знаком с ним как спортсменом, потому что у меня как таковой любительской карьеры не состоялось. Вот. То есть не прошел я тот путь, через который проходят большинство профессиональных бойцов, в том числе и Шамиль Гаджибеков. Вот. Да, и вне спорта мне не доводилось с ним встречаться. Видно, парень, ему 20 лет, рост 186 сантиметров, вес 76,8 килограмма. Его профессиональный рекорд: 3 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, он чемпион GJC, кандидат в мастера спорта по ММА, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» из Душанбе, Таджикистан. Вот он, Самантар Муршудов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 22 года. Рост 182 сантиметра. Вес 77,1 килограмма. Его профессиональный рекорд: 2 победы, 1 поражение. Он двукратный чемпион Приволжского федерального округа по ММА, представляющий Дасыев клуб из Саратова, Россия. Вот он, Шамиль Гаджибеков. Рефери Максим Протасов. Вот мы дождались. Сейчас первый раунд этого очень интригующего и увлекательного поединка мы будем наблюдать. Шамиль Гаджибеков против бойца из Таджикистана, который проживает сейчас в городе Твери, Самандара Муродова. Да, стартовал наш первый бой нашего сегодняшнего турнира. Слышим мы, как на трибунах болеют за Шамиля Гаджибекова. Саратовцы болеют за Шамиля. Они не просто болеют, они ликуют. Очень жестко начинал таджикский спортсмен свою атаку с левой ноги. И сейчас, знаете, бросок. Хороший подхват от таджикского спортсмена. Мы видим, как контролирует бой таджикский боец. Тяжело, очень тяжело Шамилю Гаджибекову встать. Вот он делает свип, переворот, но ему не удается встать. Очень хорошо контролирует таджикский спортсмен. Думаю, Макс, это борьба стилей, то есть борец и ударник. Да, есть такое тоже понимание. Согласен с вами, Заид. Но сейчас эта борьба стилей переходит именно в партерную работу. И один находится снизу. Шамиль и его соперник из Таджикистана, проживающий в городе Твери. Ахмат, Таджикистан, атакует. Смотрите, сейчас через спину. Ноги. Захрап руками. Ой, какие амплитудные удары. Сейчас главная интрига. Доживет ли Шамиль до конца раунда? Второй раз через спину пытается задушить. Выйти на захват. Удушающий боец из Таджикистана. Ему не удается это сделать и во второй раз. Самандар Муродов.
Не отпускает. Контроль абсолютный. Сейчас очень хорошая позиция. И он развивает атакующие свои возможности. Огромное количество ударов. И здесь Шамиль терпит. Стоит судье вмешаться уже. Близок к тому, чтобы даже этот бой завершить досрочно. Смотрите, какие жесткие еще и локти вставляет. То левое, то правое. Самандор Муродов. Левый и правый локоть залетал по цели. До этого несколько точных ударов кулаком были нанесены в голову. Но судья дал возможность реабилитироваться Шамилю. Но ему с трудом дается воспользоваться данной возможностью. Не удается ему встать с партера. Очень хорошо контролирует таджикский боец. Да, и напомню вам, рефери этого поединка Макс Протасов, исполнительный директор Федерации смешанного боевого наборства Самарской области. Смотрите, как здорово контролирует Муродов своего оппонента. Не дает ему шанса выйти из этого положения. Уже продолжительное время. Да, сдавливание на челюсть. Да, вот тот самый прием, который в свое время осуществил успешно Хабиб против Макгрегора, если мы помним. Да, исторический прием. Захват, который вошел в историю. Да, захват, сдавливание челюсти, по сути, удушающий через челюсть. Ну и посмотрите, меняется чуть-чуть картинка поединка. Шамиль Гаджибеков выдержал этот невероятный спорт атакующих возможностей Муродова и возвращается в поединок. И он сейчас атакует, находится в полубоковом контроле. Но и буквально на какое-то короткое время сам теряет позицию. И мы слышим тот самый звук, отметка меньше 10 секунд остается в первом раунде. И Муродов опять же возвращается в бой с контрвыпадом. Посмотрите, насколько сейчас Самандор Муродов идет. Видно, это явно потеряв достаточно серьезное количество сил. По функциям он просел. Очень активен был. Максимальное количество действий исполнял. Ну и мы видели, он в атаке чаще всего пребывал по этому первому раунду. Ну и видно, что функционально не потрясающим образом готов. Здесь главное, чтобы его хватило. Да, видели мы очень много боев, где бойцам удавалось пережить натиск соперника, выходить в поздние раунды и забирать бой, переворачивать ход поединка. Но сегодня здесь бой наш трехраундовый. Поздних раундов чемпионских нам не доведется наблюдать. Вопрос, в каком состоянии выйдет на второй раунд Самандор Муродов. И все-таки сможет ли Шамиль Гаджибеков, любимец публики, перевернуть ход поединка? Шамиль Гаджибеков в прошлом году выступал в промоушене Battle, на первом турнире Battle Promotion в Дербенте. И тогда он в очень зрелищном поединке проиграл решением судей Мавлету Амирову. Мавлет Амиров представлял клуб «Скорпион», Республика Дагестан, Россия. Запомнился для многих любителей смешанных единоборств Шамиль Гаджибеков в том поединке. Очень волевой, характерный парень, который никогда не будет сдаваться на милость своего оппонента. Через правый удар разрезал этим ударом дистанцию, в том числе и сокращал ее. Тут же проход от Шамиля и попытка осуществить тейкдаун от него. И все-таки эта попытка полноценно не увенчалась успехом. Да, видимо, как хорошо борется, как хорошо готов к партеру Самандор Муродов. Предполагаю, это его база, борьба, грэпплинг. Вот. Не смог Шамиль сбить его с ног проходом даже в обе ноги. Согласен, помешала клетка.
Ну и нельзя отменять мастерство Самандора. Умение защищаться, мы увидели, он умеет защищаться, видели, как он переводит, видели, как он контролирует. Сейчас продолжается сценарий первого раунда. Да, то, что было в большем временном отрезке первого раунда, когда, помним, Муродов доминировал, и он атаковал. За ним были результативные и успешные действия в большей степени, нежели за его оппонента. Жесткие попадания от Муродова с двух рук прилетают точно по цели. Шамиль Гаджибеков все терпит. Да, очень волевой боец. Шамиль Гаджибеков очень волевой боец. Много терпит. Челюсть крепкая, не плывет. Это, конечно, невероятная поддержка всегда, где бы я ни был, в стране, в нашей великой родине России, да, по всем регионам. GFC идет по регионам очень активно. И где есть боец, представитель таджикского клуба «Ахмат», конечно, невероятная поддержка и бурные овации, и просто скандирование происходит. И это, конечно, очень сильно поднимает дух спортсмена. Да, согласен с вами, Макс. Я думаю, даже то, что удается сегодня Шамилю Гаджибекову, то есть проявление его характера, волевых качеств, это отчасти заслуга болельщиков на трибунах, которые скандируют его имя, которые болеют за него, от чего он заряжается. Да, и в том числе здесь две энергии столкнулись воедино. Здесь поддержка таджикской торсиды и еще при этом поддержка местного спортсмена Шамиля Гаджибекова. Конечно, мы с вами понимаем, она объективна. Все-таки поединок проходит в Саратове, где Шамиль проживает и тренируется в клубе Даци Дацеев. Ну а здесь продолжает доминировать Самандор Муродов, меняет позиции. Сейчас уже в боковом контроле он находится, и он, меняя эти положения, атакует. Не форсирует события Самандор. Вот сейчас включился более активно. Да, здесь важно не вымахаться, не потерять те самые функции, которые, естественно, затрачиваются максимально при активной работе. Отдает шею Шамиль Гаджибеков. Отдает им, но при этом, по-моему, контролирует и дальше ситуацию. Здесь поменял положение таким интересным способом. Хороший захват от Самандора. Муродов. Да. И при этом, посмотрите, концовка второго раунда. Остается меньше 10 секунд. До раунда. Думаю, доведется нам видеть и третий раунд. Да. Все так и происходит. Мы ждем третьего раунда. Сейчас парни, которые сражались друг против друга, Шамиль Гаджибеков и Самандор Муродов, имеют возможность восстановить свои силы в течение минуты. Но очень идет сложно в свой угол Муродов. Кстати, также, естественно, нелегко пришлось Шамилю Гаджибекову. Тем более мы с вами понимаем, что в большей степени по первым двум раундам он защищался. И сложно ему было, особенно когда он пропускал удары. А мы знаем, что чаще всего боец тратит силы по причине пропущенных ударов. По второй причине, если он сам промахивается. Эти две закономерности, они работают абсолютно точно. Ну и напомню вам, друзья, что сегодняшнюю прямую трансляцию вы можете смотреть на канале Box TV. И в том числе в сообществе Gorilla Fighting Championship, промоутерской компании и лиги ММА в Ютубе, во всемирной паутине. Ну и в том числе там же на канале Fight Space.
Сейчас мы будем смотреть завершающий раунд этого поединка под номером 3. И пока, я думаю, что у всех боковых арбитров преимущество имеет Самандор Муродов. И это объективно. Да, Шамилю будет недостаточно выиграть третий раунд. Ему необходимо досрочно завершать бой. Думаю, Макс, даже при счете 10-8 в третьем раунде не достанется победа Шамилю. Да, это будет сложно. Согласен с вами. И здесь атаковал с двойкой в стойке Шамиль. Был рядом с целью. Потерял он, опять же, свою собственную позицию в атакующей форме. И спокойно в контрвыпаде Муродов его перевел в тейкдаун. Не удается закинуть треугольник Шамилю. Меняет положение очень спокойно Самандор Муродов. Видно, что Муродов действительно в борьбе более искусен и изощрен, нежели его соперник. Ну и вот то, о чем вы говорили, Зайд, все-таки, что его база может быть грэпплерская. Действительно, по этому бою это видно, что он имеет преимущество значительное в этих знаниях партерной борьбы. Здесь хороший контроль уже в очередной раз показывает Муродов. И продолжает атаковать. Смотрите на его захват. Одной ногой он отключил руку, другой ногой ногу. То есть он не дает развернуться Шамилю. Вот. И потихоньку постукивает, набирает очки. И в доминирующей манере ведет весь бой. От раунда к раунду. Кстати, напомним, ведет сегодняшний бой Самандор Муродов, представитель Таджикистана. Терпит Шамиль. Судья не спешит останавливать. Очень тяжело приходится Шамилю. Муродов чувствует очень хорошо своего оппонента и знает буквально за долю секунды, куда будет двигаться Шамиль. И он сразу же меняет свое положение и создает тем самым максимальные проблемы Шамилю, Гаджибекову, чтобы он даже не поднялся из того очень сложного положения, в котором он находится. Четкий контроль и при этом чувство позиций, чувство соперника демонстрирует в этом бою Самандор Муродов. Очень хорошо видит бой и есть так называемый интеллект бойцовский. Проявление его в течение всего поединка мы видим. Да, очень грамотно подошел к бою Самандор Муродов. Повторюсь еще раз, как он грамотно все это делает, меняет углы, не дает встать Шамилю Гаджиеву. И забирается фулл маунт. Да, забирается ему фулл маунт. Сейчас будет добивание. Потрясающее положение для полной доминации. Пытается, конечно, Шамиль поменять собственную позицию и позицию своего оппонента, но ему это, кстати, удается отчасти сделать, но он тоже понимает, что он в сложном положении оказался, и соперник в сегодняшнем поединке его лучше. Да, и здесь, посмотрите, полное доминирование продолжается от Муродова.
и удары наносит, и выбирает позицию более комфортную для себя. Ну и закончен поединок. Трехраундовый бой. И можем уже предвкусить официальное судейское решение. Здесь, по-моему, без вопросов. Самандор Муродов, представитель клуба Ахмат, Таджикистан, проживающий в Твери, выигрывает этот поединок у очень такого духовитого парня Шамиля Гаджибекова из клуба Даци Дациева, который до последнего сражался. Но мы с вами по ходу этого поединка, в принципе, понимали, что здесь победа в какую сторону уходит. Да, Самандор Муродов продемонстрировал очень доминирующий бой. Вот. Но все же, я думаю, команда Шамиля Гаджибекова до последнего момента не теряла надежды, что ему удастся встать, что ему удастся нанести, то есть нокаутирующий удар, потому как он является выходцем из школы Даци Дациева, которого мы знаем как бывшего спортсмена-ударника, который выступал на высоком уровне. Не знающим поражений Самандор Муродов! Поздравляем мы Самандора Муродова, таджикского спортсмена, представляющего клуб Ахмат, Таджикистан, ведомый своим лидером Раджабали Байоновым. Напомню, сам Раджабали — базовый боксер, который в свое время создал этот клуб вместе со своим старшим братом Абузайдом Висмурадовым и развивает его максимально, показывая потрясающий результат. Памятное фото турнира. Да, и здесь традиционная фотография для истории. Ну и Шамилю Гаджибекову мы желаем ни в коем случае не расстраиваться, сделать обязательные соответствующие выводы после этого поединка и продолжать рост. Послушаем сейчас Камила Гаджиева, который